Всем доброго утра. 17 июня у нас. Дожди прекратились. Вышло солнышко. И вчерашняя скошенная трава пахнет, знаете, друзья, сенокосом. Вот тюльпанчики наши немножко восстановились после падения шифера. Что-то лежит, но дай бог, чтобы, главное, не переломились. И чтобы были сохранены луковицы. Ну, век тюльпанов короткий. Скорее всего, когда в следующий раз приедем в деревню, уже, наверное, они отцветут. Сегодня у нас времени мало. В нашем распоряжении только час. Специально не ставил будильника. Сегодня надо выезжать. Думал просто, как проснусь, так проснусь. Если... Вот, черемуха у нас отцвела уже. Тоже в этом году с этим ураганом, с ливнями очень быстро. Но вроде бы завязаться успела. Выезжаем сегодня в поселок. Мелкому надо к зубному номерок. Так что сегодня выезжаем в поселок и на пару дней берем перерыв опять по продольникам. Надо будет прокатиться до поселка Якша. Едем отмечать юбилей. С юбилеем, Валентина Сергеевна. Ну что, друзья, мы на Печоре. И что мы видим? Что у нас вода опять пошла на прибыль. Вот, прибыло сантиметра 3-4, наверное. Вот, может быть, даже и... Нет, да. Около 5 сантиметров опять вода прибыла. Так что вчерашний небольшой улов как бы подтверждает, что во время подъема воды, ну, это не всегда, иногда бывает и при подъеме воды рыба ловится хорошо, но я так думаю, это от дождей. Если даже будет и подъем воды, он будет, я так думаю, недолго. Все равно уже пора падать в воде. Скоро лето, и все, весеннему половодью рано или поздно придет конец. В этом году большая вода пришла поздно. И вот по этой причине 17 июня у нас вода еще до сих пор вот очень-очень большая. Все, друзья, погнали. Берем мальков, живцов. Запас у нас есть, на сегодня хватит. И поедем по-быстрому. Сегодня все надо делать очень и очень быстро. Погнали. Буквально 4-5 сантиметров вода начала прибывать, а бутылки уже начали тонуть. Вот, так что, возможно, ненадолго мы их опять потеряем, ну и бог с ним. Пару дней нас не будет. Едем в гости. Поднимать продольники пока не будем. Приеду, поднимем. Ой, приеду. Значит, продолжим рыбалку, вернее. Так. Надеюсь, подъем воды будет
непродолжительный. Так. Все должно быть в лодке на своих местах. Ой, сегодня еще волна. Так. Ух ты. Это что такое? Натяжечка хорошая. Ух ты, хороший крупный язь идет. Хороший крупный язь. И там то ли окунь, то ли хариус уже кулома. Так, язь у нас. Язь наш. Да, это хариус. Вот. И уже заглотил, и уже подыхает, но еще пока живой. Так, а что мы будем наживлять-то? 2 дня нас не будет. Ну, наверное, нет, наживем, если что, чтобы было веселее. Хотел сказать, оставим все это без наживки, но через 2 дня проверять будет веселее, если что-то будет. Ладно, наживляем. Опачки. Так, вижу натяжку. Ух ты, хорошая натяжка. Что-то рядом. Вот он есть. Раз. И там еще что-то есть. Еще что-то натянуто. Только не путайте, не путайте. Не путайте, не путайте. Не надо сейчас. Не надо сейчас. Ух ты, еще язь. Еще язь. И там раз, второй и окунь. Второй язь. Там еще что-то дергает, кроме окуня. Окунь. 2 язя и окунь. Опа. Качает. И там еще 3-й язек. Опа, опа. Вот это ему повезло. В сантиметре от сачка дернулся и ушел. Значит, не мой был. Значит, раньше срока хотел. Ну, повезло ему, повезло. Ну и бог с ним. Сейчас подъемом воды опять пойдет мусор. Опять будет забивать веревки, и опять бутылки будут тонуть. Так что, возможно, опять ненадолго мы потеряем продольники, но это ненадолго. Я говорю, большой уровень долго продержаться не должен, все равно скоро будет вода падать. И у нас рядом здесь вот такой вот язь. Этот наш. Этот наш. Почему наш? Да потому что он не ушел. Значит, наш. Был бы не наш, он бы ушел. Так, все делаем максимально в ускоренных темпах. Ветер, правда, вставляет палки в колеса немножко. Окунь. Окунь, и там еще что-то есть. Окунь, окунь, окушок. Да ёшкин ты кот. Закрутил. Блин, как я не люблю проверять с ветром, это капец. Так, что там еще? Язь. Ладно, попробуем тебя так. Вот так вот. Некогда мне сегодня с вами баловаться. Все делаем максимально быстро. Наживляем, отпускаем. В нашем распоряжении час. И мы должны уложиться. Так.
засыпает. За пару дней, что у нас не будет, может конкретно засыпать груза. Так, опа-на, опа-на, смотрим. Стадо полосатиков. Окунь раз. Смотрите, друзья. Окунь два. Окунь три. Вот это да. Что-то я давненько такого не припомню. Еще и скрутили все, блин. Черти полосатые. Окунь 4. И окунь кулома 5. Все крючки без промаха. Видать, косячок окушков прошел. Увидели мальков. И все, как гирлянда, повисли. Бывает и так. Так что окунь на Печоре тоже есть. И это не может не радовать. Значит, скоро сезон спиннинга, и мы его половим. Блин, еще и запутали черти. Вот это вот зря, конечно. Скручивается. Продольник старый, немножко неправильно смонтированный. Поводок не между двух узлов, как я сейчас делаю, а просто на одном скрученном узле. И когда подыхает один из окуней, ну обычно окунь подыхает, если он живой, то начинает крутиться вокруг основной лески дохлый, и продольник скручивается. Если долго не проверять, то с продольника будет просто один сплошной узел. И вот так накрутит течением, что капец. Ну ладно. Здесь мы еще успели вовремя. А что будет через 2 дня, я не знаю. Ну что будет, то мы посмотрим. Что будет, то мы посмотрим, заснимем на камеру, смонтируем и вместе с вами посмотрим. Так, опачки, попали. Раз. Что-то есть. И крутит, бляха, окунь. Я говорю, он как пропеллер. После того, как сдохнет, начинает крутить его течением и скручивает весь продольник. Это, ладно, еще недавно подох, видать, не успел накрутить. И ни одного живца живого. Все посрывали. Так что, несмотря на подъем воды, рыба кушать хочет. Все это фигня. Вчера вот что-то, да, когда вот начало только, вода остановилась, рыба перестала ловиться. А потом перестроилась, видать, перезагрузилась и опять начала ловиться. Обычно я все делаю спокойно, не спеша. Но сегодня можно было, конечно, проснуться немножко раньше. Но я не ставил будильника, потому что отдыхать тоже надо человеку. Вчера после баньки попарились в баньке хорошенько. Попили пенного с рыбкой и славненько отдохнули. Все. Опачки.
Не забрызгал? Ох ты, натяжечка к берегу, натяжечка к берегу. Язь. Так, ладно, не будем с очками. Сегодня всем даем шанс. Кто воспользуется, тот воспользуется. Раз. Кто нет, так нет. Тихо, 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 тихо. Потому что сегодня некогда. Ух ты, какой лапоть. Опа, 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 опа. Тихо, тихо. Блин. Все. Наш. Так. Блин, я уже без сачка достал, все равно успел запутать. Все, 2 язя. Отлично, я сказал. Наживляем, отпускаем. Место выключения выключаем. Место выключения включаем. Блин, спешки. Не знаю, что у нас заснимется, но надеюсь, что-нибудь да заснялось. Так. Натяжка есть. Натяжка есть. Все делаем очень быстро. Ух ты, какой там кабан, язь. Здоровый. Здоровенный. Ну ладно, сказали, даем шанс всем, значит даем шанс всем. Опа, и тебе тоже. Ушел. Ушел, закрутил, ушел. Здоровый. Порвал губу. Этот был точно под килограмм. Закрутил он как возле лески. Просто губа не выдержала веса и порвалась. С очком было бы намного... Ну, намного интереснее, да. Язь, возможно, был бы у нас на месте. Так. Запутал еще. Блин, времени-то уже нету распутывать мне вас. Ладно, распутываем. В общем, смотрите, окунь съел аж двух мальков проглотил. Вот проглот, блин. Раз и два. Голодный. Ладно, все это распутаем потом. Кидаем, не наживляя. Последние, сколько тут? Раз, два, три продольника, 4 продольника не наживляя, кидаем. Пусть распутывается, времени потому что нет, опаздываем. Ладно, погнали, некогда. Валентина звонила, уже нервничает. Через час у мелкого номерок к Дубному. Чисто снимаем рыбу и летим на всех парах. Так, что у нас есть? Да, у нас что-то есть.
Что-то небольшое, не крупное. Язёк. На последнем крючке язёк. Это, конечно, не тот кабан, который только что ушел. Ему тоже даем мы шанс, которым он воспользовался. Сегодня у нас спортивная рыбалка, друзья. У язя губа рыхлая, слабая. Если его с дури вот так тащить, получается очень много сходов. Но если мы сказали, сегодня даем всем шанс, значит, сегодня день амнистии получается. Потому что мы спешим, потому что времени нет. Ничего страшного. Что наше, то наше. А что ушло, значит не наше. Еще 2 продольника. По-быстрому проверяем. И летим на всех парах. Вот так вот. Задним ходом, когда идешь, с волной захлестывает. На казанке это делать очень опасно. А на обвязке там вот 2 отверстия. И вся вода, что заплескивается, она обратно уходит. Но слишком быстро тоже не надо. Так, стоять. Стоять, стоять, стоять. Ах ты, ах ты, ах ты. Здесь тоже даем всем амнистию. Даем шанс, вернее. Кто успеет, кто воспользуется, тот воспользуется. Кто нет, так нет. Что мы видим? Видим натяжку. Видим окуня кулема. Видим хариуса кулема. Так что проверять продольники надо. Он бы просто уже до завтрашнего дня испортился. Вот такой вот хариус. Средних размеров, приличных. Уже заглотил. Так что, кроме язя, как мы видим, у нас есть еще и хариус. И вот такие вот, да ёшкин так вот где-то, полосатики окуни. Окуней у нас тоже хватает. Это тоже радует. Скоро, очень скоро, ну, максимум через пару недель у нас уже, так думаю, вода упадет. И у нас будет рыбалка на спиннинг и все такое. Всему свое время. Вчера добили мы это ведро 20-ку, закинул в ледник, все. В леднике пока временно, пока снег не растает. И пока я не отправлю еще одно ведро моему другу, гостиниц. Мест нет пока в леднике. Будем делать заготовки. Будем делать ребра на жарку, фарш замораживать. Будем делать полуфабрикаты. Так, у нас остался последний продольник. Ну и, конечно же, будем делать консервы. Блин, что он так далеко-то? Да ёшкин какой пишет. Все, быстро-быстро проверяем последний продольник и все. Дай бог здесь налим. Не теряю надежды поймать налима. В этом сезоне только маленький налимчик был, которого мы, естественно, отпустили. И все. Ёшкин ты кот. Стоять, стоять. Все. Поймали. Ну, давай. Ну, неплохой улов и так. Больше, чем вчерашний. Чем было вчера вечером. Килограмм 5 уже есть. Как минимум. И здесь у нас есть натяжка. Так, вижу язя, которому мы тоже даем шанс, как и всем. Вот так вот надо было, а не через борт давать шанс. А мы, конечно, через борт его тащим. Так, вон второй идет. Вот так же тихонечко подводим, он за лодки успокаивается. И спокойно так раз.
И все. Вот так надо, без сачка ловить. И еще один полосатик. Ну куда ты скачешь, блин? Иди сюда на место. Все. Быстро-быстро это все закидываем обратно, не наживляя. Ну, потом все это, все потом. Зато окушки, которые уже не попадут, окушки и уже не сдохнут. Все. Все. Вот так. Все делаем очень быстро. Быстренько подведем итоги. У нас, друзья, почти пол ведра, килограмм 6, может быть 7 килограмм рыбы, окунь, язь. Все нормально. Летим домой, летим в поселок Якша гулять юбилей Валентины Сергеевны. Поздравляю Валентину Сергеевну с юбилеем, счастья, здоровья и всего хорошего. А мы берем на пару дней перерыв по рыбалке. Все, увидимся после поездки. До новых встреч на канале Коми Рыбак.